привет! Меня зовут Романова Татьяна, и это рубрика про книги. Сегодня мы с вами поговорим о книгах, в которых очень мало слов, но очень много иллюстраций, написанные художниками. Как правило, эти книги имеют максимум 10-20 предложений, и, как правило, они не имеют сюжета, но тем более они очень философичные и имеют очень глубокий смысл. Их можно перечитывать бесконечное количество раз, и каждый раз они будут открываться по-новому. Итак, если вы родитель очень творческого ребенка, хотите научить ребенка считать, хотите научить ребенка экологичности, или хотите научить ребенка отличать, что такое оптимизм и что такое пессимизм, то сегодняшние наши книги для вас. Однажды на пороге дома, в котором живет обычная семья, появляется коробка с посылкой. Живой пингвин. Дети рады, родители озадачены. Каково же было их удивление, когда посылки с пингвинами стали приходить каждый день. И каждая посылка сопровождалась запиской с просьбой позаботиться о птицах. Раз пингвин, два пингвин, да сколько же их всего! В этой необычной книге нашлось место юмору и находчивости, математике и экологии, а также теме принятия, терпимости и любви к ближним. 5 причин, почему стоит прочесть именно эту книгу. Невероятно стильная книга, которая задает настроение, смешные и живые иллюстрации, полезный смысл, задумываемся об экологичности, а также учимся считать вместе с пингвинами. Перевод Аси Петровой. И, наконец, пингвины, их просто невозможно не любить. Три причины, почему стоит прочесть именно эту книгу. Смешная и саркастичная книга. Веселая книга с суперстильными иллюстрациями. И, конечно же, история о пессимистах и оптимистах, и о смысле жизни взрослых и детей. У одного маленького пингвиненка не задался день. Лед, снег, лед и снова снег. Клюв мерзнет, океан слишком соленый, да к тому же ты не умеешь летать. Но вдруг появляется морж и советует посмотреть на жизнь с другой стороны. Какой красивый океан, какое синее небо и какое ласковое солнце греет спину. Джори Джон придумал оригинальный способ поговорить с малышами на философские темы и научить их меньше жаловаться и чаще испытывать чувство благодарности. И это были 2 книги не только для детей, но и также для взрослых, которые заставляют задуматься о многих вещах. Читайте хорошие книги и до новых встреч!